ДЮСШ номер 3 состоялся открытый республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы управы автодорожного округа, посвященного памяти мастера спорта СССР Бориса Борисова. Этот традиционный турнир проводится уже несколько раз подряд. Первым этого заложил свою основу Саркова Матвей Иванович, это более десятка лет назад было. Сейчас мы очень благодарны нынешнему руководству, что эту традицию они продолжают. Около 400 ребят. Это самое большое количество за всю историю проведения этого турнира. В памяти мастера спорта СССР, неоднократного чемпиона нашей республики, ну и всех других турниров тому и прочее. Одного из в свое время был одним из знаменитых спортсменов нашей республики Бориса Борисовича Борисова. Много юных борцов собрались на ковре, демонстрируя свои навыки и проявляя лучшее качество. Каждая схватка вызывала неподдельный интерес зрителей, которые собрались в спортивном зале. Проводятся соревнования по двум возрастным категориям. Это 2004, 2002 года рождения, 2005, 2006 года рождения. Ну, так сказать, юношеские соревнования. Кроме того, ДЮСШ-3 по праву является кузницей спортсменов, именитых спортсменов, таких как Аял Лазарев, Владислав Андреев, Владислав Петров. Это мастера международного класса. Также более 40 мастеров спорта России и республики являются также выходцами из ДЮСШ номер 3 имени Валерия Петровича Керемясова. На турнир были приглашены судьи республиканской категории для объективного контроля. Победители и призеры были награждены грамотами, медалями и кубками. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. Одним из значимых событий уходящего года для столицы республики станет начало проекта «Умный город». Проект направлен на внедрение цифровых и инженерных решений в управление городским хозяйством. О ходе реализации планов говорили на Дальневосточном форуме в конце ноября этого года. Проект должен эффективно распоряжаться ресурсами города и экономить средства. Якутск попал в число городов-пилотов, поскольку был определен как наиболее подготовленный. Так, акционерное общество «Якутдорстрой», отвечающее за содержание городских дорог и шоссе, уже начало использование системы спутникового мониторинга автотранспорта. Цифровые датчики, установленные на автотехнике и передающие данные в режиме реального времени, открывают большие возможности для оптимизации процессов. Более 70% нашей техники уже находится под вниманием этой программы. То есть мы можем отслеживать, где, когда полностью наша техника двигалась по маршруту по городу. Тем самым проверять, отслеживать задания, выполнение задания, сколько времени, какое время затрачивает, допустим, техника на доставку до места производства работ, а также на выгрузку на полигон снега. Впрочем, все виды работ захватывает, которые мы делаем по городу Якутску. Это упрощает всю систему мониторинга нашей работы по городу Якутску. То есть мы можем отслеживать в действительности, как где ездит наша техника, замерять километраж, замерять расход уровня топлива. В виде эксперимента на одну единицу спецтранспорта установлена система онлайн-видеонаблюдения. То есть выполняемые работы можно будет контролировать не только в количественном измерении, но и в качественном. Цифровизация управления также позволяет минимизировать риски человеческого фактора, что, несомненно, позволяет говорить о повышении безопасности городской среды. В зависимости от требований он позволяет контролировать работу основных датчиков, контроль нахождения в кабине, то есть аутентификация водителя. То есть при желании мы даже можем поставить датчик на алкогольное опьянение, то есть если человек будет, грубо говоря, выпивший накануне, у него будет не соответствовать содержание алкоголя в крови, соответственно, может транспортное средство не запускаться. Это все зависит от конкретной задачи, которая поставлена на реализацию на конкретном транспортном средстве. В планах Якутдорстрой охватить программным комплексом мониторинга всю спецтехнику города. В целом же проект «Умный город» направлен на цифровизацию городского управления, общественного транспорта, экологии, туризма, безопасности жителей, адаптации к условиям Крайнего Севера и образования. Татьяна Павлова, Константин Корякин, Якутск ТВ. На планерке по вопросам ЖКХ в окружной администрации ресурсоснабжающей организации управления округов и пригородов отчитались о текущей работе. Так, Саха-Транснефтегаз доложил об инциденте, который произошел на прошлой неделе. Напомним, работники строительного участка УГРС Саха-Транснефтегаз повредили новое асфальтобетонное покрытие на улице Красильникова, уложенное в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Руководством управления создана внутренняя комиссия. И, соответственно, исследуются причины инцидента.
Ну, по результатам этой служебного расследования будут приняты меры дисциплинарного взыскания по отношению к руководителей земляных работ, тот, кто проводил земляные работы, и, соответственно, руководитель. Ну, плюс коллектив восстановления дорожного полотна, согласно правил благоустройства города Якутска, в летнее время 2020 года. Роман Сорокин дал поручение всем ресурсоснабжающим организациям о недопустимости проведения земельных работ на асфальтобетонном покрытии и проинформировал, что в данное время идет подготовка новых регламентов, при которых запрещаются такие виды работ на асфальтированных дорогах, а в особенности на новых. Исключение составят аварийные и внештатные ситуации. На планерном совещании также были подняты вопросы низкого температурного режима в жилых домах. Так, по линии единой диспетчерской службы за прошлую неделю возросло количество заявок на низкий теплоноситель. Больше всего заявок поступило от жильцов с Новопортовского района. Управляющая компания попрошу мой адрес сегодня же до конца рабочего дня предоставить распечатку показаний приборов учета, а также информацию, на какую температуру работал источник, точнее, на какую температуру теплоносителя наружного воздуха. Не обошел внимания и вопрос, связанный с уборкой твердых коммунальных отходов в неблагоустроенном и частично благоустроенном жилом фонде. Так, в автодорожном округе не соблюдается график вывоза ТКО. Санитарное состояние округа неудовлетворительное. Региональный оператор Якутск Экосети прокомментировал сложившуюся ситуацию. Отсутствие разделения жидких бытовых отходов от твердых коммунальных отходов, по причине чего, получается, региональный оператор не может вывозить эти баки, поскольку они там зачастую заполнены жидкими бытовыми отходами, которые смертятся. В связи с этим мы уведомляли округ и окружную администрацию, говорят, надо какую-то работу жителям проводить. Это не только в дорожном округе, и по строительному округу. Мы размещали уведомления на жилищном фонде с разъяснением для жителей, также наносили надписи на баке, что сухой мусор, люди продолжают сливать. Владислав Владимирович, самое простое решение данной ситуации – это, по сути дела, да, действительно, может быть, убрать металлические баки, поставить те короба, которые у нас есть, и заключить договор с жилкомсервисом на вывоз твердых коммунальных отходов, которые у нас частично смерзлись. По сути дела, жилкомсервис за те же самые денежные средства будет решать спокойно эти вопросы с помощью самосвальной техники, с помощью погрузчика. И, соответственно, вы не будете нести какие-либо убытки или какие-нибудь издержки. По итогам заседания заместитель главы города Роман Сорокин дал ряд протокольных поручений руководителям управ, представителям предприятий и управляющих компаний, которые должны быть выполнены в ближайшее время. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. В Якутске презентовали дизайн-код проспекта Ленина. К столетию республики в 2022 году центральная улица столицы должна сильно преобразиться. На встречу пригласили предпринимателей, собственников помещений по проспекту Ленина, урбанистов и горожан. Когда идентика, она выстраивается именно из каких-то элементов. Вот здесь, вот, допустим, на фасадах здания вот выявили вот эти узоры, да, и предложили, чтобы мы при формировании облика использовали вот какие-то вот такие аккуратные декоративные элементы, например, да, вот цокольную часть, например, здания закрыть именно декоративными какими-то листами, да, и восстановить старые узоры вот на фасадах зданий и восстанавливать саму архитектуру здания. Поэтому это, я считаю, что это вот основная находка в этом проекте, да, и очень радует, что при отделке фасада, при покраске фасада, да, вот предложили вот такой вот аккуратный декор, который можно вписать при раскраске фасадов здания. Да, это может быть действительно, как вот изложили наши исполнители, да, что это может быть изюминкой всего города. Специалисты проанализировали нынешнее состояние городской среды и предложили варианты благоустройства территорий. На примере проспекта Ленина определились главные особенности застройки. Изучались виды используемых рекламно-информационных носителей и элементов навигации. Предложенные решения для обустройства центральной части Якутска могут в дальнейшем применяться по всему городу. Прошла очень интересная, прям живая дискуссия. На самом деле,
чувствуется, что даже предпринимательское сообщество, малый и средний бизнес, от которого зависит качество стрит-ритейла. То есть, например, мы сегодня обсуждали дизайн-код проспекта Ленина как главной улицы столицы Республики Саха-Якутия. И от того, как будет сегодня, насколько готов бизнес занимать социально активную позицию, зависит именно качество среды. Потому что действительно можно принимать какие-то правила, как-то регулировать людей, но опыт показал, что когда идет, знаете, так вот, вы обязаны это делать, предприниматель наоборот это. То есть мы должны сейчас друг друга услышать, и предприниматели должны прежде всего сейчас очень четко, вот, глядя на этот проект, увидеть, что им как бы это сулит. Будет ли у них выгода, будет ли у них бизнес расти, будет ли у них экономика больше приносить доход. И опыт вообще мировых городов и вообще других городов, качественно меняющихся, а в России сейчас мы видим прекрасные примеры городов, которые меняются. Это не только Москва, там, Казань, это и небольшие города в России, там, Воронеж, Ижевск, ну, относительно небольшие, и малые города России, они меняются. Причем, если действительно чувствуется работа архитектуры, главных архитекторов по налаживанию взаимодействия с бизнесом, оно сразу выходит на осязаемые результаты. Архитектор Светлана Васильева из Москвы отметила плюсом национальный колорит, который нужно сохранить во внешнем облике города. Так, теплотрассы, скрытые под панелями с национальными орнаментами или стен с узорами, позволят легко отличить Якутск от любого другого российского города. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. Роман Сорокин в рамках Общероссийского дня приема граждан встретился с горожанами, которые обратились к заместителю главы города по вопросам ЖКХ со своими вопросами. Вопросы были связаны как с коммунальной сферой, так и с градостроительной. Основной вопрос сегодня проблематики это было связано с выделением земельного участка под установку нестационарного сооружения, это металлического гаража. На сегодняшний день нужно время для того, чтобы более подробно выяснить обстоятельства сложившейся ситуация, и я думаю, что мы найдем путь решения. Что касается по вопросу теплоснабжения, непосредственно у второго заявителя, который сегодня был, в принципе, такие вопросы у нас частые, к сожалению, на сегодняшний день. Выедем в субботу непосредственно с комиссией, рассмотрим объективно, разносторонне. Я думаю, что причины именно той ситуации, которая там образовалась, мы сможем найти. Ну и, соответственно, как минимум найти пути выхода из той ситуации. Отметим, что Общероссийский день приема граждан проводится по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации. В Большом зале окружной администрации подвели итоги уходящего 2019 спортивного года и наградили тех, для кого физкультура и спорт стали неотъемлемой частью жизни. Знаки отличия и кубки победителей вручили начальник управления физической культуры и спорта города Якутска Константин Бурцев, заместитель главы города Якутска, руководитель аппарата окружной администрации города Павел Кириллин, первый заместитель председателя Якутской городской думы Евдокия Евсикова и начальник управления образования Алексей Семенов. В 2019 году Управлением физической культуры и спорта города Якутска проведено 106 культурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. Спортсменами, членами сборной команды города Якутска завоевано более 400 медалей разного достоинства. В этом году очень сильно порадовали наши дзюдоистки. С первенства России они привезли 3 золотые медали. Это очень большое достижение, и надеемся, эти девчонки наши пойдут дальше и порадуют нас медалями еще больше достоинств. Это они должны участвовать в первенстве Европы. Ждем оттуда результат. По остальным видам спорта, можно сказать, тоже удачно выступили наши спортсмены. Меня, как бывшего боксера, очень радует успех нашего воспитанника Якутской школы бокса, это Назара Андреева. Но, к сожалению, вот уже порядка 7-6 лет не было медалей с первенства России якутским городским боксеров. И поэтому в этом году Назар добился, что он занял 3-е место в первенстве России среди юниоров и занял 3-е место в спартакиаде юниоров. Поэтому... И сейчас он выступает в чемпионате России среди молодежи уже
более высокой возрастной группе. Наши спортсмены успешно выступили на соревнованиях Республики, России, Европы и мира. Главным успехом в уходящем году было выступление сборной команды города Якутска на 7-й спартакиаде народов Республики Саха-Якутия. Светлана Табалаева, Константин Корякин, Якутск ТВ. Мы ждем День Победы. Вот. Как раз 9 мая будет 75 лет со Дня Победы. Вот. Мне тоже 75 лет. Вот. Да, я зачислен вот, в статус «Дети войны». Вот. Мои внуки в это время тоже бегали в солдатской форме. Вот в прошлом году, в этом году тоже мы их готовим к этому мероприятию. И нам День Победы очень нравится. Ну, очень прекрасный, конечно, День города был. Потом нам что запомнилось еще? Ну, будем, может быть, это немножечко такое политическое. Как повели себя руководители наши в марте месяце. Все знают вот этот, типа бунт этот. Молодцы, молодцы, все урегулировали, все сделали. И очень даже приятно и спокойно жить всем горожанам стало после этого. Потом мне, как медику, очень нравится уборка, например, в городе. Вообще намного стало чище. Я первый раз в жизни видела, как моются вот эти вот палисадники металлические. Вот как медик, я говорю. Это было вообще шокирующее такое. Я много лет снималась в садовой мозаике и городу помогала. К детям Азии, постоянно цветами. Постоянно много очень давала цветов. И вообще вела такой образ жизни, развития растений, цветоводства у нас в Якутске. Вы знаете, я, скажем, с недавнего времени работаю в городе, в окружной администрации непосредственно, да, и по предыдущей работе не часто мне удавалось выходить где-то участвовать, либо наблюдать мероприятия. На сегодняшний день у меня два момента яркостных, которые запомнились для меня. Это начало отопительно-зимнего периода и действительно, как вы сказали, то мероприятие, которое у нас проходит ежегодно в городе под названием «Зима начинается с Якутии». Действительно красиво и яркостно. Я даже не знал для себя, что очень много мероприятий посвящено данному фестивалю. Ну, пожалуй, наверное, закладка Парка Победы, наверное. Да. Ну вот в этом году, в 2019 году, наверное, для меня лично, да, самым запоминающим событием была закладка Парка Победы. Это на автостраде 50 лет Советской Армии. Это вот большой очень комплекс. Мы в этом году все управы города Якутска, все предприятия города Якутска, да, горожане, ветераны войны, ветеран тыла и все школьники, да, студенты, весь город Якутск сажал саженцы, которые в итоге будут фундаментом большого парка Победы у нас. И, конечно, все эти мероприятия приурочены к 75-летию победы над фашистской Германией, Советского Союза, нашего народа.
Вам срочно нужно подать заявление в качестве нуждающихся в жилом помещении, но у вас нет возможности посетить организацию, а решить вопрос нужно в кратчайшие сроки. Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru. Заполните и подайте заявление онлайн. Быстро и просто, с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru. Хотите перевести свою жилую площадь в рабочий офис или наоборот, но нехватка времени и большие очереди заставляют вас откладывать это дело на потом? Не ждите завтра. К вашим услугам портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru. Решились на перепланировку квартиры? Хотите снести стену или сместить радиатор? Как в таком случае быстро подать заявление на согласование переустройства и перепланировки жилого помещения, не тратя при этом времени на очереди? Портал государственных и муниципальных услуг e-yakutia.ru, где вы можете воспользоваться услугой онлайн с помощью любого компьютера и в удобное для вас время. Для этого нужно зарегистрироваться и войти в свой личный кабинет на портале, ввести нужную вам услугу, затем заполнить заявление, добавить все обязательные документы, ввести и проверить свои контактные данные и отправить форму на согласование. Легко и удобно. Портал e-yakutia.ru. В аквариуме рыбы вдруг начали плеваться, хотя они могли бы прекрасно уживаться. Здесь норки есть у рыбок и чистая вода, а повод для улыбок отыщется всегда. Чего еще им надо? Не львы же они в клетке, и лучше нет награды, чем добрая соседка. Пусть поглядят однажды на жителей столицы, ведь разный труд у каждого, и возрасты, и лица, но дружат и смеются в Якутске нашем люди. На рыбок, что плюются, мы походить не будем. Всего лишь нужно сердцем своим согласие жить, и в год добрососедства не злиться, а дружить.